Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске о чем говорили в телефонном разговоре президенты Садыр Джапаров и Касым-Жомарт Токаев. Министр здравоохранения посетил Азиатский медицинский институт, и Джохор Кенеш планирует утвердить состав Кабмина. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Азиатский медицинский институт имени Сатканбая Тентишева. Министр осмотрел и изучил возможности вуза, который функционирует в республике с 2004 года. Министр ознакомился с подготовкой организации учебного процесса, посетил учебные корпуса, медицинский центр и лаборатории. Он высоко оценил уровень подготовки к организации образовательного процесса, профессорско-преподавательский состав университета. Отмечу, АЗМИ имени Сатканбая Тентишева осуществил огромный прорыв по улучшению материально-технической базы, совершенствования качества образования и борьбы с коррупцией. На каждом этапе развития институт достигал определенных положительных успехов в учебном процессе. Были внедрены новейшие инновационные технологии в обучении студентов. По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Джапаровым. Об этом сообщается на сайте главы Казахстана. Отмечается, что стороны выразили готовность к активной совместной работе для выхода двустороннего взаимодействия на новый уровень и рассмотрели график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту Джапарова в Казахстан. Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Джапарова с победой на выборах президента Кыргызстана и пригласил его посетить Казахстан с официальным визитом. Джапаров принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан. Однако позже пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек сообщила, что президент Садыр Джапаров намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Заявление в отношении экс-президента Сооронбая Жээнбекова направили в ГКНБ и МВД. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Ранее ряд граждан заявили, что пострадали во время октябрьских событий на площади Алато, в связи с чем они написали заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры в отношении Жээнбекова за дачу приказа правоохранительным органам на силовой разгон демонстрантов и лишить его статуса экс-президента. Как прокомментировали в пресс-службе надзорного органа, данное заявление было направлено в ГКНБ и МВД 1 февраля. Накануне коалиция парламентского большинства утвердила Улукбека Марипова в должности премьер-министра. Уточняется, что структура Кабмина сокращена. В частности, упразднены должности вице-премьеров по экономическим и социальным вопросам и силовому блоку. Предварительный состав правительства под руководством Марипова будет выглядеть так. Первый вице-премьер-министр Артем Новиков, министр обороны Таалайбек Умуралиев, министр сельского хозяйства Аскар Джаныбеков, министр энергетики Кубанычбек Турдубаев, глава МВД Улан Ниязбеков, глава МЧС Бообек Аджикеев, министр юстиции Асель Чуныбаева, министр культуры, информации и туризма Кайрат Иманалиев, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев, министр экономики и финансов Улукбек Карымшаков, министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, председатель ГКНБ Камчибек Ташиев. Агентство по привлечению и защите инвестиций при президенте возглавит экс-депутат Алмамбет Шикмаматов. Новый состав и структуру Джохор Кенеша утвердит на пленарном заседании 3 февраля. На обслуживание государственного долга Кыргызстана в этом году планируется направить 37 миллиардов 266 миллионов сомов. Об этом говорится в утвержденном бюджете страны. Известно, что 21,6 миллиарда из указанной суммы перечислят на погашение внешнего долга, остальное на внутренний. Согласно данным о погашении госдолга в открытом доступе 2005 года, в текущем году на его обслуживание будет направлена рекордная сумма. Пока самой большой считается сумма, перечисленная в прошлом году, 30,7 миллиарда сомов. Вообще же выплаты начали резко расти в последние десятилетия. В 2012 году они превысили отметку 10 миллиардов сомов, а в 2016 году 20 миллиардов. Напомним, к концу ноября прошлого года госдолг составлял почти 4,9 миллиарда долларов, из которых более 4,2 миллиарда внешние займы. На этом у меня все. Далее продолжат международные новости с Эрмурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь в Украине, отметил Прайс. Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям к Украине. Лесной пожар уничтожил около 3 десятков жилых домов на западном побережье Австралии, сообщает издание Way Today во вторник, 2 февраля. По данным издания, неконтролируемый лесной пожар вплотную приблизился к жилым районам и уничтожил около 30 жилых домов в городе Суон. В эвакуационных центрах штата Западная Австралия находится порядка 400 человек. По словам комиссара региональной пожарной службы Крейга Уотерса, за прошедшую ночь площадь сгорания достигла 60 километров. К тушению привлечены более 300 спасателей, которым помогают волонтеры и рейнджеры Департамента охраны дикой природы и биоразнообразия. Это самый активный вулкан Европы, несколько раз извергался раскаленной лавой 30 января. В сеть попало впечатляющие кадры этого зрелища. Это расположено на восточном побережье итальянской Сицилии, в столичном городе Катания. Активный вулкан является популярным туристическим направлением. Специалисты предполагали вулканическую активность, поэтому место было защищено должным образом. Жертв или пострадавших в результате извержения нет. Заметим, что Этна является самым высоким 3350 метров и самым активным вулканом в Европе. Его также считают вдвое мощнее Везувия. Просыпается этот вулкан достаточно часто. Жители Сицилии регулярно испытывают подземные толчки и страдают от последствий дыма и пыли. Ну на этом у меня все. С вами был Бригет ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч!